Очень простой. Вот распадется Россия, появятся республики Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Мордовия. На каких языках там будут говорить и что произойдет с проживающими там народами и с русскими проживающими там? Вот эти вопросы регулярно задают, в первую очередь, москвоцентристы. Это такое бремя не белого человека, а бремя московского человека, который чувствует на себе определенную ответственность за те народы, которые он когда-то завоевал, которые когда-то покорил, приручил, если так будет вам угодно. И вот именно поэтому он не может их отпустить, они же без него не справятся, не выживут, между собой будут враждовать. Я, родившись в Ленинграде, прожив там практически всю жизнь до политэмиграции, не должен решать, на каком языке они там будут говорить. Даже советовать как-то было бы странно. Это в Советском Союзе было. Я готов отвечать за свой родной регион. В моем родном регионе, в Санкт-Петербурге, не потребуется ничего специально менять. Вообще не должно быть, может быть, закон на языке. Понятно, что большинство говорят на русском, и на этом же русском языке так и будут говорить. В конце концов, в Австрии и в Германии говорят на одном же и том же языке, ничего страшного не происходит. Вся Латинская Америка тоже говорит на испанском языке, на языке бывших колониалистов. Это никого не пугает. Пусть жители регионов сами определятся. Я на сегодняшний день чувствую себя скорее как вот эстонцы, когда распадался Советский Союз, на вот те же самые вопросы, как вам не стыдно, вы что, не видите конфликты, это ваш эгоизм, да вы вообще не выживете. Маленькая республика, беспомощная, и тем не менее самая богатая и самая преуспевающая из бывших территорий Советского Союза – это Эстония. Вот ее путь должна будет повторить Ингри. Еще раз повторюсь, это все не теоретизирование. В условиях войны, которую развязал Путин, ну вот с оговорками можно напомнить войну Советского Союза против Афганистана, которая экономически подорвала Советский Союз еще в том числе. Ну вот все это произойдет. Сценарии могут быть просто разные. Может быть катастрофический с использованием ядерного оружия, может быть мягкий, когда, как вы говорите, кто-то выдернет кресло, условно там, да, из-под империалиста Путина, а дальше все посыплется, дальше на местах. Вот эти же, да, может быть, полуфеодалы просто перестанут, как вот Яковенко говорит, трубку снимать, реагировать на приказы из Москвы и строить уже там свои собственные образования. Но в случае с Санкт-Петербургом очень сложно представить себе шариатскую какую-нибудь территорию или какую-нибудь феодальную. В конце концов, рядом те же соседи, входящие в НАТО, может быть, просто уже из соображений своей безопасности помогут построить какую-нибудь военную базу именно на тот случай, чтобы вчерашние вагнеровцы, вчерашние наемники, кадыровцы не устроили какой-нибудь военный мятеж. Просто для безопасности своих собственных границ. Вот так вот уникально Ингрия расположена. Спасибо, Максим, за ответ. Максим, да. Вы так и не ответили мне на вопрос. Я тогда могу его, если можно, конкретизировать. Дело в том, что в Республике Мордовия русские составляют 53% населения. А Мордва, вот несмотря на то, что они составляют 40% населения, потому что там есть еще много других народов, там нету единого мордовского языка, там языки есть макшанские и ирзянские, которые отличаются друг от друга гораздо больше, чем русские и украинские. Соответственно, их носители друг друга практически не понимают. И у меня возникает вопрос, если на макшанский или на ирзянский язык перевести, значит, все обучение, всю медицину, ну вот много ли учебников написано на макшанском языке по ядерной физике, и за что же так издеваться над людьми, лишая их доступа? Ну, может быть, там можно ввести английский язык, вот просто я бы была бы за, вы бы мне сказали. Что же касается Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, я просто напоминаю, что там очень тяжелые отношения между кабардинцами и балкарцами с одной стороны, с кабардинцами с балкарцами и карачаевцами с черкесами. И, соответственно, вот вы говорите, что в Ингрии, естественно, я не знаю, много ли осталось в Ингрии ингерманландцев, и как там будет, значит, прививаться ингерский язык, и что скажут жители Ленинградской области и города Ленинграда, узнав, что они теперь свободные ингры, им надо говорить на ингерском языке, а не на, значит, не на империалистическом российском. Ну, допустим, там все сойдет мирно. Вот как вы считаете, вы действительно считаете, что в Карачаево-Черкесии все сойдет смирно и там не будет резни? Вы вот всерьез это говорите? Да, я всерьез считаю, что там не будет резни. Резню может провоцировать в своих интересах так или иначе Москва, только для того, чтобы сохранять свой контроль, для того, чтобы без конца повторять, без нас будет только хуже. Но вообще-то есть миротворческие силы, все это давным-давно тоже предусмотрено, урегулировано. Давайте отвечу на ваш вопрос про Мордовию. Есть пример
после распада Советского Союза в Белоруссии, конечно же, господствовал и господствует русский язык. И примерно то же самое может произойти в любом другом регионе, когда, да, будут возрождать. Ну, наверное, даже сложнее в Карелии, где карелов совсем немного осталось. Но, тем не менее, в любой демократии не может быть никаких вот препятствий для того, чтобы была память, для того, чтобы этот язык, обязательно, не обязательно, там уже сами они будут принимать решения, но они у себя, не мы. Я буду сочувствовать, если будет какая-нибудь какая-то несчастная история на окраинах бывшей империи, или не на окраинах, может быть. И если вам вот в Москве будет очень жалко, вы будете переживать за голодающих жителей Тувы или Бурятии, вы же сможете отправлять им гуманитарную помощь. Но совершенно не обязательно для этого оставаться вот их таким сюзереном метрополией, а то они без нас, видите ли, не справятся.